День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, завершая неделю, подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Эфир главы региона Айсена Николаева. Какие вопросы больше всего волнуют жителей республики? Я вижу все-таки выход и в подготовке кадров из местного населения, целенаправленной такой долгосрочной программе. Ну и потому, что все-таки каким-то образом еще более стимулировать людей там, закрепляться на более долгий срок. Рост заболеваемости COVID-19 продолжается по всей стране. С чем это связано и как пережить так называемую третью волну? Можно условно назвать это третьей волной, мы, в принципе, ее ожидали. Но самое печальное, что у нас не то чтобы просто растет, а что нарастает с большими колоссальными темпами. Это, конечно, нас очень настораживает. Кибермошенники продолжают опустошать кошельки и банковские карты доверчивых якутян. Как не потерять бдительность и сохранить свои кровные? На заправщику надо будет закинуть, как закинешь, ты мне перезвони, скажи, чтобы я подошел, он посмотрел, масло мне дал. Я через час буду в городе, тебе дам налички или как там, или переведу тебе. Мост «Наше все». Первый зампред правительства посетил место строительства и встретился с местными жителями. Конструкция моста выбрана и рассчитана таким образом, что никакого влияния на торосообразование, на ледоход она оказывать не будет. Рядовой Черен в Москве и Санкт-Петербурге. Якутский кинематограф продолжает завоевывать симпатии зрителей за пределами республики. Очень хорошее кино. Давно хорошего фильма про войну не видели. Тем более про нашего земляка. Об этом мы не только расскажем в ближайший час, но начнем с официальной повестки. В понедельник состоялась прямая линия с главой Якутии. Айсен Николаев в прямом эфире ответил на вопросы, поступавшие из разных уголков региона в формате звонков, текстовых и видеообращений. Одним из них стал вопрос о лесных пожарах. Уже 2 года подряд они угрожают отдаленным населенным пунктам. Айсен Николаев отметил, что возгорание – следствие изменения климата. Но при этом настораживает тенденция горения Арктики. Порядка 800 миллионов рублей региональных и федеральных средств затрачивается на их тушение. Но этих денег в масштабах большой республики недостаточно. Сейчас идет активная работа с Министерством природных ресурсов. В этом году дополнительно будет выделено более 200 миллионов рублей для закупки необходимого оборудования и техники. Сегодня подписал распоряжение о создании в Батагае Верхоянского района Арктического центра лесопожарного авиалесоохраны республики. Это впервые после развала Советского Союза мы в Арктику возвращаемся с авиалесоохраной. Так новая структура создается со штатной численностью 30 человек. Она как раз у нас будет ответственна за тушение пожаров по центральной части Арктики. Уверен, что появление там такого постоянного стационарного центра уже позволит нам быстрее, оперативнее реагировать на пожары, которые возникают в арктической части республики. Также Айсен Николаев сообщил, что при корректировке республиканского бюджета будут дополнительно выделены 150 миллионов рублей городу Якутску. Пересмотр намечен на следующий месяц. А на данный момент почти готов указ о развитии столицы до 2032 года. Айсен Николаев сообщил, что правительством региона принято решение об увеличении выделяемых средств на столичные функции города. Он отметил, что в бюджете Якутска предусмотрено 200 миллионов на решение этой проблемы. Программа будет работать не 1, а 3 года. К концу 2023 года уже достаточно большое количество дворовых территорий, порядка 100 дворовых территорий города Якутска больших, было обустроено, асфальтировано, обустроено с детскими площадками, приобрело современное, хорошее такое, знаете, звучание, наша городская среда. Причем, конечно же, к этому вопросу будет обязательно подключаться управление архитектуры республики для того, чтобы мы не просто заасфальтировали, а все-таки что-то сделали такое красивое, современное, чтобы наши дворы превратились в такие мини-общественные пространства.
Отсутствие квалифицированных специалистов – одна из ключевых проблем, которые решаются в рамках развития Арктики. До сих пор наблюдается отток кадров. Об этом глава Якутии Айсен Николаев также заявил в ходе прямой линии. В ближайшее время ситуация должна выправиться благодаря программе «Земский доктор» и другим федеральным и региональным программам. А далее правительство региона проведет вместе с муниципалитетами мониторинг работы этих программ. Еще один путь решения, назвал глава Якутии, это улучшить качество жизни, чтобы люди переезжали не только за высокими зарплатами, но и в готовую инфраструктуру, в которой можно жить, строить семью и оставаться работать. Я вижу все-таки выход и в подготовке кадров из местного населения, целенаправленной такой долгосрочной программе, ну и по тому, что все-таки каким-то образом еще более стимулировать людей там, закрепляться на более долгий срок. Ну и, конечно, опять же, к вопросу качества жизни. Вот то, что сейчас мы в Оленек провели, например, высокоскоростной интернет, тоже для многих молодых специалистов, и глава района мне об этом тоже рассказывала неоднократно, уже сегодня служит таким, знаете, определенным стимулом для того, чтобы они туда могли переезжать и дальше жить, работать. Поменять отношение якутян к своему здоровью. Такую цель главной назвал Айсен Николаев, отвечая на вопрос про объявленный год здоровья в Якутии. По словам руководителя региона, материально-техническая база медучреждений активно обновляется, но она не главная. По мнению Николаева, медицина должна становиться более персонализированной. Люди разные, и заболевания у них протекают по-разному. Медицина должна иметь индивидуальный подход к каждому пациенту, а не идти по общим схемам. Продолжительность жизни намерены увеличить до 80 лет у нас в Якутии. Эта однотипность подходов, она приводит к тому, что все-таки болезнь, например, обостряется. И вот по ковиду было очень много случаев, когда вот один и тот же протокол лечения, который применялся врачами, он в разных случаях приводил абсолютно к разным результатам. Соответственно, медицина должна быть более персонализированной, более человекоориентированной. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход и вообще индивидуальное отношение, в том числе даже с точки зрения назначения тех же лекарств при одной и той же болезни для разных людей должно быть абсолютно разным. Также глава Якутии на этой неделе в Ленске принял участие в выездном совещании о подготовке к паводку и пожароопасному сезону с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Первым делом оперативная группа ведомства совершила облет акватории реки Лены для осмотра опасных участков, где наиболее вероятны заторы и повышение уровня воды. Превентивные мероприятия были проведены как на Лене, так и на других реках Якутии. Заранее Евгений Зиничев отметил готовность оперативных групп для прибытия на период прохождения паводка в Ленский район. Сегодня МЧС России в своей работе использует все современные технологии. С помощью космического мониторинга смоделировано 53 возможных участка заторов. У нас на территории республики вскрытие рек прогнозируется в сроки близкие к средним многолетним. Паводок ожидается с начала мая в 15 районах на реках Лена, Алдан, Ведуй, Амгар, Татта, Нюя. С середины мая до начала июня на реках Колыма, Яна и Египта в 6 районах республики. Не исключается прохождение ледохода с образованием сложных крупных заторов на затороопасных участках. В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на территории республики организован комплекс необходимых мероприятий. Создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы, единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 16 576 человек, 2799 единиц техники, 191 плавсредства, 20 единиц авиационной техники. Перейдем к ситуации с COVID-19. В связи с ухудшающейся эпидобстановкой главой региона ограничительные меры продлили в Якутии до 31 мая. Отменяется режим самоизоляции для работающих граждан в возрасте старше 65 лет, а не работающие старше 65 и страдающие хроническими недугами остаются на самоизоляции. Всего в Якутии зарегистрировано более 35 тысяч случаев заболевания COVID-19. Число умерших от коронавируса в Якутии превысило 600 человек. Меры ужесточаются, вместе с тем продолжается и массовая вакцинация населения. Первую вакцину получили уже более 104 тысяч человек, вторую более 60 тысяч. Ситуацию с COVID-19 в регионе изучила Ульяна Шагина. Рост заболевания коронавирусной инфекцией идет по всей стране, и Якутия не стала исключением. Если до 15-й недели Нового года Якутск был еще на низких позициях, то после цифры по заболеванию возросли в разы.
Можно условно назвать это третьей волной, мы, в принципе, ее ожидали, но самое печальное, что у нас не то чтобы просто растет, а что нарастает с большими колоссальными темпами. Это, конечно, нас очень настораживает. По словам министра, настораживает и изменение клинической картины по заболеванию. Так, в числе заразившихся теперь чаще начали фигурировать и дети. На коечном фонде у нас лежит 5%, это дети. В прошлом году это было порядка 2, максимум 2,5% человек. Такое же количество наблюдается и в амбулаторной службе. Уже сегодня подходит количество, процентовка детей, находящихся на амбулаторном лечении, почти к 30. Это говорит о том, что вирус все-таки мутирует. Он меняет свою форму, он приспосабливается, в том числе к нашим клиническим протоколам по лечению. Мы видим достаточно большое количество пациентов, лежащих на койках, в том числе в тяжелом состоянии. Сложно достаточно идет лечение, то есть если мы применяли какие-то определенные дозировки, сегодня мы их увеличиваем. В связи со сложившейся ситуацией оперштаб республики усилил мониторинг на соблюдение санитарных норм, особое внимание общепитам, киоскам с фруктами и овощами, а также автобусникам. Напомним, ношение маски в автобусах – обязательная процедура. Да, сейчас мы стараемся обходиться профбеседой, так как достаточно много времени прошло. Но все же, если нарушение выявляется второй раз, тогда уже будет составлен акт именно специалистами административной комиссии и направлен в отдел, транспортный отдел, чтобы город с ними расторгнул договор на обслуживание именно пассажиров. Сложная ситуация в Мегино-Хангаласском районе. По количеству заболевших район на 2-м месте после Якутска. Буквально на днях произвели через Zoom, провели совещание оперативное с главами наслегов. И главы наслегов на местах уже возобновят работу оперативных штабов. Еще один крупный транспортный район Алданский. Здесь в начале недели выявили 2 случая британского штамма COVID-19. Заболеваемость регистрируется практически во всех районах, в смысле во всех населенных пунктах нашего района. И на сегодняшний день лабораторно подтверждено 2 случая завоза британского штамма коронавируса. Поэтому, несмотря на, скажем так, мнимое благополучие, которое население воспринимает именно так, необходимо соблюдать все меры социального дистанцирования. Новый британский штамм коронавируса, впервые обнаруженный в сентябре прошлого года в графстве Кент, способен распространяться быстрее первого варианта ковид, а также он более контагиозен. Если обычный коронавирус носитель может заразить от 3 до 6 человек, то здесь более 10, а то и случаи описывают более 20 человек за раз. Обнаружили британский штамм и у 2 жителей Якутска, прилетевших из Турции. Турция сегодня уже закрыта. Те туристы, которые не успели воспользоваться турами до закрытия границы, либо меняют даты на более поздние сроки, либо переориентируют отдых внутри страны. В агентстве воздушных сообщений региона поток жаждущих путешествий не прекращается, что еще раз говорит о расслабленности якутян. Все востребованные объекты уже на период июнь, июль, август, самые популярные, уже мест практически нету. Это касается Сочи, Крым, Анапа, Геленджик. Они уже стоят на стопе практически. В столице все чаще встречаются люди без масок. Оперштаб республики призывает граждан соблюдать все меры предосторожности и повысить свою бдительность, в особенности во время майских выходных. Кстати, в это время пройдут рейды на нелегальных шашлычников на природе. Мы прекрасно помним 2020 год, майские шашлыки, просмотр ледовых переправ, когда у нас был резкий скачок сразу же заболеваемости именно в это время. Поэтому сегодня как раз страной приняты такие, опять-таки, беспрецедентные меры, даны 10 дней каникул, но это надо воспринимать не как каникулы, а именно как правила поведения, изменение правил поведения для того, чтобы разорвать эту цепочку передачи. Помимо изоляции, переломить ситуацию может только вакцинация. Это единственный путь, который защита от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Я в прошлом году вакцинировался. Самочувствие хорошее, никаких осложнений у меня не появлялись. Поэтому, уважаемые жители города Якутска и республики, я призываю вакцинироваться от COVID-19.
В Якутии оба компонента вакцины от ковид получили более 60 тысяч граждан, из них 14 тысяч лица пожилого возраста. Вакцинация населения продолжится и в праздничные дни. Более того, в выходные ожидается новая партия вакцины. Здесь особо даже не нужно было думать. Пришла вакцина, тем более она уже была опробована. Пошли, поставили в 2 этапа. Ты понимаешь, что да, какая-то защита есть, и может быть как-то уже вот чисто внутренне, что понимаешь, что уже, ну, если что, то не так сильно. Вот и все. Напомним, что массовая вакцинация проводится на добровольных началах. Тем не менее, врачи призывают граждан не отказываться от прививок, тем самым обезопасив себя и своих близких от коварной болезни. Мы же должны понимать, что вакцинация сегодня единственный действенный способ как можно быстрее вернуться к привычной нашей жизни. Ульяна Шагина, Якутия. День за днем. Сейчас мы ненадолго прервемся. В продолжении программы поговорим о строительстве Ленского моста и добывающей промышленности Якутии. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бердников и генеральный директор производственной фирмы ВИЗ Руслан Семенов с рабочим визитом посетили Мегино-Кангаласский район с целью ознакомиться с местом строительства моста. Когда начнется строительство крупного проекта и что беспокоит местных жителей, проживающих вдоль берега реки, узнали наши корреспонденты. Уважаемые гости, по якутскому обычаю в знак нашего почтения местные жители побережья реки встретили делегацию с напутствием дальнейшего развития поселений. Правительственная комиссия в первую очередь произвела осмотр подтопляемую зону старого села Рассолода, которая расположена вдоль берега реки Лена. Капитально вот это село затопило, вот нижний участок вот это полностью ушел, и вот там тоже нижний, там еще вот 2 квартала имеется. Много вопросов возникло на влияние паводкового явления к мостовому переходу. По информации генерального директора производственной фирмы ВИЗ Руслана Семенова, в этом плане проведены много работ по проектированию моста. Чтобы избавиться от этой проблемы, частный партнер отказался от насыпи к мостовому переходу. Сам мост, в нем всего 3 опоры основных. Центральный пилон и 2 боковых пилона. Пролеты между ними от 840 метров до 340. То есть он обеспечивает полный беспрепятственный проход льдин нескольких одновременно размерами до 500 метров. На данный момент у жителей старого села Рассолода актуальным вопросом стоит переезд на новое село. Этот вопрос будет решаться на уровне правительства. Как уверяет заместитель председателя правительства Дмитрий Бердников, может быть, будут какие-то решения параллельно и локально. Это опять же без обещаний каких-то конкретных вещей. Посмотрим, что можно сделать с главой, посоветуемся. В ходе разговора руководитель все-таки не воздержался погладить домашнего питомца, который подходил к нему несколько раз. Строительство моста и конструкция моста выбрана и рассчитана таким образом, что никакого влияния на торосообразование, на ледоход она оказывать не будет. Но, конечно же, вопросы с теми поселками, которые попадают традиционно уже многие десятилетия, да, в зону подтопления она есть, и есть здесь над чем работать. Этот вопрос, от которого никто не отмахивается, но со строительством моста, конечно же, это никаким образом не связано. Далее правительственная делегация посетила одну из точек трассировки будущего Ленского моста в районе села Хаптагай. На сегодня крупный проект входит в активную ступень. Идет подготовка инженерных сетей, которые находятся в зоне строительства основного объекта. Плотно сотрудничаем с компанией Якутскэнерго. Да, у нас договорные отношения по переустройству сетей, а именно это воздушных линий 10 киловольт и воздушных линий 110 киловольт. Перед основным подрядчиком строительной компании ВИЗ поставлена задача максимально ускорить процесс строительства мостового перехода через реку Лена. Таким образом, полное завершение строительства планируется к концу 2024 года. Очень приятно общаться с руководством и вообще с населением. Почему? Потому что все с пониманием относятся и действительно чувствуется ожидание и надобность этого моста. Поэтому я думаю, что нам будет легко устроить, потому что объект действительно ждут в республике. Вот строится мост, уникальный мост, да? Он будет оттуда видно. Ага, видно будет оттуда.
Да, Ага. конечно. И вот наша ветхая школа стоит. Как отметила правительственная делегация, ожидания жителей нашей республики на пределе. Поэтому работы строительства Ленского моста просто обязаны начать. И поэтому нам нужен очень большой, как говорят, социально-экономическая программа развития села. Для этого все вопросы согласования решены, а также подтверждено финансирование. Строительство мостового перехода начнется с июня этого года. Артур Старостин, Зоя Герасимова. День за днем. Мигино-Кангаласский район. Сейчас в нашей программе еженедельная рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке», в которой мы продолжим знакомить вас с тем, как проходило социально-экономическое развитие региона за последние 20 лет. И сегодня речь пойдет о добывающей промышленности. В прошлом году добывающая промышленность Якутии поставила сразу 5 рекордов. Мы добыли более 20 миллионов тонн угля, 15,9 миллиона тонн нефти, почти 40 тонн золота, 78 тонн серебра, 6,7 миллиона кубометров газа. Каждый результат небывалый, самый большой за всю историю нашего края. Причем объемы добычи растут уже много лет подряд. За 10 лет добыча нефти выросла в 4,5 раза, газа в 2,5 раза, золота почти в 2 раза, а серебра в 26 раз. Ошеломляющий результат: в угольной отрасли за 10 лет стали добывать на 10 миллионов тонн угля больше. Рост добычи полезных ископаемых – результат большого многолетнего труда. Например, новый нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», по которому якутская нефть идет на экспорт, начали строить еще в 2006 году. А пока его не было и смысла выкачивать из недр Якутии больше нефти. Ее попросту было некуда девать. То же самое и с газом. Новый газопровод «Сила Сибири» доставляет миллионы кубометров якутского газа потребителям в России и за рубежом. А высокая пропускная способность трубы дает возможность наращивать добычу. В конце прошлого года в Якутии запустили самую большую в России шахту – Инаглинскую. На ней будут добывать 12 миллионов тонн угля в год. А перерабатывать уголь начнет новая обогатительная фабрика «Инаглинская-2», рассчитанная на 15 миллионов тонн угля в год. Еще одну крупную шахту, Восточную Денисовскую, открыли в этом году. Алмазодобывающая индустрия Якутии за последние 20 лет тоже сделала рывок вперед. Началась разработка новых месторождений, таких как Нюрбинское, Накынское рудное поле, Майская трубка. На рудниках Интер и Удачный перешли на методы подземной выработки. Добывающую технику заменили на более эффективную. С 2017 года в Якутии действует программа «Местные кадры в промышленность». Ее задача – дать якутянам работу в высокодоходных отраслях. За 4 года программа помогла трудоустроить более 27 тысяч жителей Якутии. Только в прошлом году благодаря этой программе новую работу получили более 8 тысяч якутян. Компания «Кулмар» принимает активное участие в реализации программы «Местные кадры в промышленность». Более того, для нашей компании прием работников именно из числа местного населения является приоритетным. Следует сказать, что ежегодно нашей компании, как и другим промышленным компаниям, выставляются контрольные показатели приема. И, конечно, нам приятно сообщить о том, что ежегодно мы перевыполняем план по контрольным показателям. Более того, по итогам 2020 года наша компания вошла в тройку лидеров по исполнению показателей. Соответственно, наши двери всегда открыты местным кадрам. Мы рады предложить не только работу для квалифицированного персонала, но и в том числе предлагаем программы по обучению и переобучению по востребованным профессиям. Если говорить о социальной ответственности, то за последние 12 лет промышленные компании Якутии направили на развитие нашей республики более 30 миллиардов рублей. Это позволило построить свыше 30 социальных объектов. Лидеры промышленной отрасли берут на себя ремонт и строительство дорог, возводят физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культуры. В этом году промышленное производство в Якутии должно вырасти на 10%. Такую задачу ставит Айсен Николаев правительству нашей республики. Планируется, что к 2025 году добыча угля в Якутии возрастет в 2,5 раза до 50 миллионов тонн. Компания «Эльгауголь» готова уже в этом году нарастить добычу до 18 миллионов тонн, а к 2023 году создать не менее 20 тысяч новых рабочих мест. В Устьянском районе начнут добычу олова на месторождении Терехтях, на Нежданинском золоторудном месторождении в этом году ожидается запуск в эксплуатацию крупнейшего горно-обогатительного комбината.
Ну и продолжая тему квалифицированных кадров. Единственная в своем роде на весь регион базовая кафедра «Нефтегазовое дело» в Мирнинском политехническом институте готовит специалистов различной квалификации для добывающего комплекса. Морфирина Алексеева узнала о направлениях, профилях и преимуществах института. В Западной Якутии стремительно развивается нефтегазовая промышленность. Ежегодно недропользователи открывают и осваивают новые месторождения. Дефицит и даже отсутствие квалифицированных специалистов в нефтегазовой сфере приносят промышленным компаниям много неудобств. На сегодняшний день в приоритете трудоустройство местного населения. Однако из-за отсутствия узких специалистов предприятия вынуждены нанимать кадров с других регионов страны. Мне кажется, немножко обходят стороной наши школьники, абитуриенты, нефтегазовую отрасль. А ведь нефтегазовая отрасль, она является уже сейчас фундаментом и, скажем так, экономической опорой для всей нашей республики. И роль нефтегазовой отрасли, она будет с каждым годом возрастать. И вот наш институт, он находится вот в центре нефтегазовой отрасли нашей Якутии. И без всякого привлечения от нашего института очень близко доехать до всех этих крупнейших месторождений. И поэтому у нас, у студентов, очень такое важное преимущество, хорошая практика. Помимо оплачиваемой практики, институт гарантированно предоставляет всем своим студентам место в общежитии. А сотрудничество с крупными промышленными компаниями предоставляет возможность трудоустройства. Попадая в вот эту крупную нефтяную компанию мирового уровня, у молодых специалистов есть своя программа развития молодых специалистов. И все это позволяет будущим абитуриентам, специалистам не просто получать достойную заработную плату, а она считается одной из самых высоких в среднем по республике и по России, но и всесторонне профессионально, карьерно развиваться. В этом году кафедра планирует предоставить бюджетное обучение 22 студентам. Для того, чтобы поступить на нефтегазовое дело, нужно сдать экзамены по русскому, математике и физике, либо заменить физику информатикой. И готовим мы по двум профилям. Это эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. И второй профиль – эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ. Это как раз-таки те профили, которые наиболее востребованы на территории республики, потому что у нас на территории республики основная часть нефтегазового бизнеса, она нацелена именно на добычу нефти и газа и дальнейшей транспортировки. В процессе обучения студенты имеют возможность получить дополнительные свидетельства рабочей профессии по таким направлениям, как оператор по добыче нефти и газа, оператор обессоливающих и обеззараживающих установок, товарный оператор и лаборант химического анализа. Морфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Тему образования мы продолжим после небольшой паузы. Не переключайтесь. Расскажем о том, как будет работать приемная комиссия Северо-Восточного федерального университета в этом году, а также расскажем, как не стать жертвой телефонных мошенников. Продолжаем программу. Приемная комиссия Северо-Восточного федерального университета в этом году начнет работу с 20 июня. Там нам рассказали, что на следующий учебный год университету было выделено свыше 4000 бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования. Как будет вестись прием документов, узнаем в материале с Аргаланой Неустроевой. В прошлом году подача документов в высшие учебные заведения онлайн успешно показала себя на практике, в связи с чем в августе 2020 года Министерством образования и науки России был утвержден новый порядок работы приемной комиссии. Как и в прошлом году, подать документы на поступление будет возможно дистанционно. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса наш университет подготовил и разработал собственный сервис, называется «Личный кабинет абитуриента СВФУ». В прошлом году личный кабинет себя отлично показал, и в этом году мы также его будем использовать. А также наш вуз вошел в список вузов, которые будут участвовать во втором этапе пилотного тестирования суперсервиса поступления в вуз онлайн посредством портала госуслуги. А между тем вопрос о том, что же ожидает тех, кто уже собирается оканчивать учебу в университете, все еще открыт. К сожалению, у многих в прошлом году все торжественные мероприятия по случаю выпускного были отменены, а защита дипломов прошла в формате онлайн.
через месяц посмотрим, да, это где-то обычно у нас проходит в начале июня. Если к этому времени ситуация будет лучше, да, то, наверное, сделаем, ну, с применением всех ограничений, да, может быть, выдачу красных дипломов сделаем офлайн. Но ситуация такая, что на данный момент мы в голове держим, чтобы, как и в прошлом году, онлайн проведем данное мероприятие. Тем не менее, не обходится и без положительных моментов. Как подчеркнул Анатолий Николаев, количество желающих после окончания университета выехать в районы увеличилось на более чем 7%. Кроме того, пандемия также не повлияла и на количество студентов, оканчивающих университет с красным дипломом. А самое главное – подготовить хороших специалистов. Ведь хороший специалист зависит не от цвета диплома, да, от того, насколько вот он получил хорошие навыки, хорошие знания в стенах нашего университета. Сейчас университет делает много, чтобы наши образовательные программы стали как бы практикоориентированными, да, больше ориентированы на наших работодателей. В целом тенденция поступающих в СВФУ положительная. Так, в прошлом году из 8 тысяч абитуриентов, подавших заявки, поступило более 5500 студентов. И это при том, что количество бюджетных мест в прошлом году было меньше – всего 3943. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем в Нерюнгри на базе медицинского колледжа прошла первая республиканская олимпиада профессионального мастерства, обучающихся на специальность среднего профессионального образования «Акушерское дело». Как выявляли наиболее одаренных и талантливых студентов, узнали наши корреспонденты. Преподаватель Алданского медколледжа Ольга Климова привезла на соревнования 2 лучших студенток. Для них участие в первой республиканской олимпиаде профмастерства не только защита чести своего учебного учреждения, но и проверка своих знаний и навыков. Акушерское отделение первый раз участвует в олимпиаде. То есть как первопроходцы узнать, как это проходит, с чем столкнемся, к чему готовиться в следующий раз. Потому что как бы идем, ну не зная, и то вроде как готовили по всем направлениям. Ну, будем надеяться на что-то, на участие, примем участие и надеяться на лучшее. Анжелика Вензель является студенткой 2-го курса, готовится стать акушером. Девушка рассказала, как она стала студенткой Алданского медколледжа. Я вообще мечтала именно быть акушером. И так сложилось, что моя подруга поступила сюда, то есть в Алданский медицинский колледж, на акушера. А я уже думала поступать в другой колледж. Меня уже туда взяли. Когда мне подруга рассказала, что ее туда приняли, и стипендия там будет, и общага, я обрадовалась и сразу же побежала в тот же день в Алданский ВМК. Также свою команду представил Якутский медколледж. Всего участников Олимпиады, включая якутян, было 4. Представители принимающей стороны, к сожалению, не смогли участвовать в связи с эпидемиологической ситуацией. Привезла я 2 участников на Олимпиаду, 2 девочек-акушерок. Волнительно очень, да, участвовать в первой республиканской Олимпиаде. Ну, готовились, готовы бороться и представлять свой колледж. Олимпиада была организована в 3 этапа. В первый день участники прошли тестирование, которое состояло из 3 заданий. Для олимпиадников подготовили 60 вопросов по акушерскому делу, по знанию латыни и фармакологии. Затем участников ожидал перевод текста с английского на русский. У нас сегодня текст именно отражает суть работы акушерок. Называется «Гигиена ребенка». Текст по уровню простой, то есть перевод его заключается именно в переводе без словаря, без использования словаря, что может пригодиться в работе акушерок в будущем. Главная задача участниц будет перевести текст как можно ближе к смыслу, его передать смысл, да? Поэтому я думаю, что все справятся. Айза учится на 3-м курсе Якутского медколледжа. Будущий акушер готовилась к Олимпиаде усердно. Задания первого дня ей дались несложно. Вопросы были несложные относительно по всем компетенциям. Из 60 вопросов ответила на почти все. Там были ошибки, конечно, но нормально. Перевод текста немножко был сложноватый, конечно, но я справилась.
На следующий день участников Олимпиады ожидал основной этап – практические навыки, где каждая участница продемонстрировала свои умения в акушерском деле. Ситуационные задачи сделали тазоизмерение беременной 8 недель. Но мы готовились достаточно, поэтому мне кажется, что мы справились. Оценивала работу конкурсанток экспертная комиссия из врачей и акушеров Нерюнгринской центральной районной больницы. Они отмечают, что организованный медколледж и комплексный учебный процесс охватывает не только теоретические, но и практические знания. И все это позволяет им проводить мероприятия такого уровня, как Республиканская олимпиада профмастерства. Оценивая наших участников, я могу сказать, что все участницы, они большие молодцы, они владеют достаточным уровнем теоретических знаний, ориентируются в ситуационных задачах, которые им были предоставлены. 2 дня пролетели для участников незаметно. Во время торжественной церемонии награждения всем участникам вручили сертификаты, победители и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и денежными призами. Поэтому в этом году вот такой кубок, да, с нашей эмблемой, акушерские руки, да, из жизни ребенка, значит, вручается Алданскому медицинскому колледжу. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. К другим темам. Последние несколько лет в Якутии активно промышляют мобильные мошенники. Практически каждому второму нет-нет дозвонили лжесотрудники службы безопасности банка. Про самые известные схемы обмана и о том, как не отдать свои деньги аферистам, смотрите в сюжете Александра Хавренко. Позвонили мошенники и сказали, что звонят с комиссионного магазина «Победа» и хотят купить у меня газовый плитон. Сказали, нужно продиктовать им номер карты. Мне позвонил мужчина, представившись сотрудником банка, что с номера 800-945 представился сотрудником Сбербанка, что оформила кредит. Отменить данную заявку он потребовал, чтобы я сообщила данные коды и номер карты. Меня свели с брокером. Начал работать сначала маленькие взносы, потом брокер предложил мне, говорит, давай я половину сделаю в этом счете на себя и половину ты добавишь. Значит, он внес $50 000, и я внес. Практически ежедневно в телевизионных эфирах появляются подобные сообщения от очередных жертв мобильных мошенников. Но, к сожалению, доверчивых граждан меньше от этого не становится. Только за 3 месяца 2021 года жители Якутии перевели преступникам более 74 миллионов рублей. При том, что схемы, по которым действуют мошенники, практически не меняются. Звонки, допустим, с определенных банков, с операторов, подтверждение кодовых слов, подтверждение направления денежных сумм, сайты клоны, которые также они под видом легальных зарегистрированных сайтов, соответственно, занимаются с продажей той или иной продукции. Да, вот больше граждане попадаются в таких объявлениях, в таких сайтах, как Юла, Инстаграм, когда покупатель не видит своего продавца, не видит товар, соответственно, перечисляет деньги в никуда и получает кота в мешке. Для сотрудников полиции кибермошенники – отдельная головная боль. Найти преступников, орудующих через интернет, практически невозможно, ведь многие из них проворачивают свои аферы из-за пределов Российской Федерации. Но шанс есть, если, допустим, деньги не переводятся за пределы Российской Федерации. То есть в основном сейчас сталкиваются все чаще и чаще случаи перевода денежных средств за границу. Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан. Соответственно, в связи с отсутствием договоров между нашими государствами провести какие-то следственные действия на территории другого государства у нас невозможно. Помните, для того, чтобы провернуть свою аферу, мошенникам иногда достаточно пары минут. Недавно в Иркутской области телефонный мошенник прямо в отделе полиции продемонстрировал мастер-класс, как за 2 минуты выманить деньги у незнакомого человека. Алло, привет, узнала? Нет. Как дела? Отлично. Как здоровье? С кем разговариваю? Подсказку дать тебе? Тщательно. Подсказку?
сказку, ну, конечно. С братьями с кем давно не виделась? Давно не виделась с кем. Но много с кем не виделась. С двоюродными? Стали. Ты, что ли? Да. Да, мы сколько лет, сколько зим, конечно. Ты на работе? По голосу. Да. До скольки? Ну, вот часов до 6 обычно. Я машину купил, хотел увидеться, мимо ехать. Это не вопрос. Давай, пересечемся. Я на заправке, у меня проблема небольшая. 40 километров до города. Что случилось? Масло не могу заправить. Масло кончилось, не могу заправить. У меня карта Альфа-банка, здесь по Сбербанку обслуживают. Че? Ну, не знаю, чем Ты меня можешь выручить? У тебя есть Сбербанк у самой? Ну, да. На час меня можешь выручить? Ну, смотря какая сумма. 2200. Да, в принципе, да. На заправщику надо будет закинуть. Как закинешь, ты мне перезвони, скажи, чтобы я подошел к нему, посмотрел, масло мне дал. Я через час буду в городе, тебе дам налички или как там, или переведу тебе. Ну, давай, хорошо. Че, на куда? 8964? Да. Давай. Все. Для того, чтобы не отдавать деньги мошенникам, достаточно запомнить несколько несложных правил. Не доверяйте мошенникам, будьте бдительны. Осторожно, мошенник. Вам не звонили с незнакомых номеров? Я не беру. Вы не берете? Вот и правильно делаете. Если вам позвонили с незнакомого номера, представляется сотрудниками банка, либо сотрудниками службы безопасности банка, лучше проверить информацию, обратитесь в свой банк, либо позвоните на горячую линию. Если вас просят сообщить пин-код, также трехзначный код на обороте карты, ни в коем случае никому не говорите. Не переходите по незнакомым ссылкам, не заказывайте товары непроверенных сайтов. Будьте внимательны и не ищите выгоды у непроверенных продавцов и на сомнительных сайтах. Не старайтесь сэкономить или заработать на сомнительных предложениях. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. После рекламы узнаем, кто такие «Зеленые пионеры», а также о премьерах якутских фильмов за пределами республики. Мы продолжаем программу. С этого года детская оздоровительная база «Алмаз» в городе Ленске перешла в ведение администрации Ленского района. Компания «Алроса» передала лагерь в качестве непрофильного актива. Уже зная о предстоящих изменениях, районные власти заложили в бюджет средства на содержание базы. Сегодня ведутся небольшие ремонтные работы. Мои коллеги узнали, как лагерь готовят к открытию. С нетерпением ждут лета и открытие оздоровительной базы «Алмаз» все ленские ребята. Им на радость в этом году оно произойдет на неделю раньше, уже с 15 июня. Для юных ленчан это единственная возможность отдохнуть весело в кругу своих сверстников. Ну, я был в лагере 5 раз, вообще хорошо было. Особенно с пацанами гуляли, в футбол играли. Но я с нетерпением жду, когда лагерь откроется, если появится возможность, то я туда опять поеду. Там что было из развлечений? Там был бассейн, дискотеки вообще крутые были. И там были увлечения такие, там вожатые строили какие-то сценки, там были спортики, ады. Вожатые там очень хорошие, дружелюбные, общаются со всеми всякое. Мне запомнилось больше всего дискотеки, вот реально. На них было очень весело, мы гуляли, прям веселились, тусили с вожатыми. С нетерпением жду открытия нового сезона. Сегодня специалисты работают на территории лагеря, проводят небольшие ремонтные работы в корпусах и заменяют электропроводку. Проводится проверка систем отопления, водоснабжения, а также ревизии сантехнических приборов. По территории, по всем остальным вопросам, конечно, все в удовлетворительном состоянии. Кровля бассейна имеет место там протечек. В зимний период там были давление под снегом, понятно, что оно там места есть продавливания, но все это мы уже восстановили. Заключаются договора на коммунальные услуги, электроснабжение и водоснабжение. Приводится в порядок вся документация для обеспечения бесперебойной работы лагеря. Также заключается отдельный договор на обслуживание бассейна. Мы сами тоже проводим сейчас работы по восстановлению кровли, ремонта внутри здания, то есть это косметический маленький ремонт будет.
А бассейн, так как является специфическим оборудованием, туда будет по аукциону заявляться специализированная организация, которая все лето будет обслуживать бассейн. То есть от момента запуска до закрытия и слива большой ванны. Небольшие проблемы возникли с одним из корпусов. Там не закончили ремонтные работы подрядчики, которых нанимала компания «Алроса». Сегодня устранить недоделки придется в ускоренном режиме компании «Гранит». К началу сезона исполняющий обязанности руководителя компании пообещал успеть. Также сегодня ведется работа и по другим организационным моментам. По получению санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на медицинскую деятельность. Начат подбор кадрового состава. На летний период мы примем на работу более 60 человек. Это педагогические работники, медицинские, спортивные инструкторы и техперсонал. Мы заключили договор с Новосибирским педагогическим университетом. И этим летом в Алмазе, так же как и раньше, будет работать педотряд «Стрекоза». Как и прежде, в лагере будет работать бассейн, спортивная площадка и еще масса других развлечений. Мы подготовили интересную развлекательную программу для детей, спортивные мероприятия. Педагогическим отрядом разработан свой план мероприятий. Уже с 19 мая Управление социального развития начнет прием заявок на путевки. Так же, как прежде, сохраняются льготные категории семей, для которых предусмотрена скидка. Это дети из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Это у нас дети, которые состоят на различных видах учета. Это дети, которым путевка выдается в качестве поощрения за достижения. Это дети, у кого родители работают в бюджетной сфере. У нас есть договоренность с ООО «Алмаздортранс» на приобретение путевок, а также с акционерной компанией «Алроса». Для работников федеральных служб будет предоставлена 30% скидка. Для бюджетной сферы 50% скидка. Всем остальным путевка в оздоровительный лагерь «Алмаз» обойдется в 54 900 рублей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Ну а в Мирном учащиеся первой школы уже на протяжении нескольких лет являются участниками экологических движений. Подробнее о «Зеленых пионерах» и их деятельности узнавала Марферина Алексеева. Отряд «Зеленых пионеров» существует в школе с 2016 года. Идея привлечь ребят в ряды крупнейшего экологического движения принадлежит Татьяне Викторовне, учительнице начальных классов. Уже второму выпуску преподаватель прививает любовь к природе. Формирование, конечно, такого бережного, уважительного отношения к окружающей среде – это природа, потому что мы зависим от природы, наша жизнь. Первое – это у нас экологические акции, убираем мусор. Дальше посадка 21 мая – это день посадки леса. И садим саженцы, кустарники не только возле школы, но и по городу. Фенологические наблюдения за растениями. Вот прошлым летом у нас 3 девочки защищали проект по Зуму, да, по республике, и заняли места. И на основании вот этих собранных материалов сейчас выпускается книга, то есть о растениях Якутии. Нынче включились во всероссийскую акцию. Наблюдаем за рябиной и за смородиной. Вот сейчас в марте начали до ноября. Активное участие в деятельности класса принимают родители. Во время каждых сезонных каникул родители организуют выезды в парк «Живые алмазы Якутии», где ребята проводят исследовательскую работу, кормят и общаются с животными. А в прошлом году сотрудники парка построили учащимся теплицу. Ребята уже взращивают рассаду, в дальнейшем снова поместят ростки в теплицу. У нас родители очень активно работают. И они даже заинтересовались в течение вот этих лет. Они всегда выезжаем на их транспортах. Выращиваем огурцы, помидоры, перец. Вот. Дальше цветами занимаемся, благоустройство. Ну и, конечно, исследовательская работа по выявлению лекарственных трав на территории парка. Ну и, конечно, животные, которые занесены в Красную книгу. Радует, что программа объединения отзывается в ребятах не только словом, но и делом. Когда я гуляю с собакой, я всегда вижу мусор или что оставляют собаки. Я могу взять целлофановый пакетик, или просто пакет убрать руками. То есть я хочу помочь природе и сама я убираю за своей собакой, чтобы не мешать почве расти. Как оказалось, помимо «Зеленых пионеров», в первой школе также есть юные экологи движения 4 Б-класс. Сейчас мы находимся в их классе и рассматриваем такой интересный проект. Арина, расскажи, пожалуйста, что за проект, что за сумка у тебя в руках? Эта сумка
создана для того, чтобы не загрязнять природу. Она живет очень долго, и если она порвется, ее можно зашить. А если обычные пакеты, которые могут загрязнять природу, они дают вред. Юные экологи – это молодое движение параллельного 4 Б-класса. В прошлом году Кюнне Иннокентьевна начала активно воспитывать в своих учениках экоответственность. Помимо участия в различных конференциях, ребята собирают батарейки, крышки, шьют эко-сумки и действительно пользуются ими. Эту коробку мы сделали для того, чтобы собирать батарейки и пластиковые крышки. После этого мы сдадим их в Челябинск на переработку. Один раз мы уже сдавали батарейки, у нас получилось 7,5 килограмм, это около 300 штук. Мы юные экологи, нам нравится это делать. Из-за пластика там могут погибнуть, например, разные деревья. Из-за батареек могут погибнуть животные. И это очень важно, что для природы самое главное. В следующем месяце, когда учащиеся будут снова озеленять улицы города, ряды зеленых пионеров пополнятся новыми ребятами. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Якутский Голливуд. О прорыве якутского кинематографа говорят все больше и чаще. Кинофильмы из республики показывают на фестивалях по всему миру, а критики и зрители с восторгом открывают новые имена. Самобытные колоритные картины понятны и в то же время загадочны. О том, какие фильмы можно посмотреть в преддверии 9 мая, далее в нашем материале. Якутское кино очень зритель-френдли. Я давний поклонник Степана Бурдашова. Это наш якутский Тарантино. Это вот та самая, такая мягкая сила, которую мы подразумеваем. И смотришь на одном дыхании. В Москве совсем скоро откроется большая ретроспектива якутского кино показом первого полнометражного якутского фильма «Срединный мир» Алексея Романова. Всего в программу включили 15 картин, снятых в разные годы, победители фестивалей и хиты проката. Авторское кино и весь спектр жанров от хорроров до комедий. Как рассказал гендиректор Сахафильма Дмитрий Шадрин, еще в 2006 году картины снимались на простые камеры и показывались на старых проекторах. Современное кинопроизводство началось в республике на голом энтузиазме. Вообще в киносфере России, то есть, да, и, может, за пределами уже начинают узнавать, уже знают. Если какие-нибудь фестивали мы там заявляемся, уже не смотрят так, как тогда, допустим. Нет, уже ждут, потом уже считают нас конкурентами. Справедливость есть. Якутские фильмы не знают четкого разделения между арт-кино и развлекательным кино. Иногда совершенно развлекательный жанровый фильм может содержать в себе вполне глубинные идеи. И наоборот, авторское кино может быть довольно увлекательным. Нет вот этой вот пропасти. Якутское кино очень сильно связано с природой, как и вообще якутский народ. Ну и, наконец, магия, волшебство, мифология. Для якутского кино это тоже естественная среда. На днях в прокат вышла военная драма Руслана Тараховского о поэте-фронтовике «Сердце солдата». В основе военно-биографической драмы яркая и короткая жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина. Посвящен молодежи нашим. То, что Великая война достигнута такой ценой и имеет такой патриотический характер. Также по мотивам повести Тимофея Сметанина в республике идет фильм «Рядовой Черен». После премьерных показов кино тут же назвали честным, сильным, гордым и нужным. Как рассказал исполнитель главной роли Айтал Степанов, кино показывает нам настоящих героев. Фильм несет пропаганду патриотизма, того героизма. Он подходит именно для детей, для подрастающего поколения, которые, избалованы, Голливудом, супергероикой, Фильм пришелся по нраву как взрослым, так и детям. Там было много идей, чтобы обхитрить немцев и победить их. Мне очень нравятся спецэффекты, продюсеры очень сильно постарались. Я оцениваю это на 5 звезд. Просто крутой фильм, эмоции просто завались. Вызывают такие большие эмоции. Я думаю, что такие фильмы надо чаще снимать, чтобы дети не забывали о настоящих героях. Очень хорошее кино. Давно хорошего фильма про войну не видели. Тем более
про нашего земляка. В преддверии 9 мая патриотический фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Черин» выходит за пределы республики. Его покажут в Московском кинотеатре «Иллюзион» 4 мая и в Петербургском кинотеатре «Великан Парк» 5 и 6 мая. Московский кинотеатр «Иллюзион» и кинотеатр «Великан Парк» в Санкт-Петербурге согласились показать наш фильм. Это небольшой, но очень важный шаг вообще для всего якутского кинематографа. Я очень надеюсь, что в будущем якутские фильмы будет очень привычным и любимым явлением для московской и петербургской и всей российской публики. В последние годы Республика Саха стала важным центром кинопроизводства России, который также называют «Сахавуд». Фильмы местного производства, снятые энтузиастами, успешно конкурируют в кинотеатрах с самим Голливудом. Алексей Лукьяненко, Якутия. День за днем. Праздников праздник. Так верующие именуют День Светлой Пасхи, который мы отмечаем сегодня. Неспроста, ведь это событие воскресения Христова главное для христианства. Вера в него является фундаментальным принципом этой религии. Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80% граждан. Накануне глава Якутии Айсен Николаев поздравил с этим замечательным событием всех жителей нашей республики. Сегодня Светлая Суббота, канун великого праздника всего христианства православного, Пасхи. Для меня, как для сотен миллионов православных людей, это великий, самый великий праздник в году. Это праздник торжества жизни над смертью, пример любви Господа к людям. И, конечно же, в этот день мы все думаем о светлом, о добром, желаем мира и добра всему живому. И, конечно же, вот этот праздник, он на самом деле самый-самый светлый праздник. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю с наступающим праздником Воскресения Христова, с праздником Светлой Пасхи. И недолго осталось, когда мы все заявим громкогласно «Христос воскресе!». Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь, поздравляю с праздником Светлой Пасхи и желаю счастья и крепкого здоровья. Берегите себя и до встречи в эфире.